Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» представляет серию театральных этюдов по произведениям русской классики на сайте библиотеки. Руководствуясь девизом акции «Искусство объединяет», в данной серии театральных этюдов мы представим игру самодеятельных незрячих и слабовидящих актеров по произведениям русской классической литературы. Именно поэтому первым произведением для театрального этюда был выбран Антон Павлович Чехов и его короткое произведение «Предложение». В спектакле заняты слабовидящие незрячие пользователи Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых Марина Иванова, Ильдар Мансуров, Анатолий Майоров. Режиссер Ильдар Мансуров, звукооператор Вадим Бессольцев. Антон Павлович Чехов. Предложение. Шутка в одном действии. Действующие лица. Степан Степанович Чубуков, помещик. Наталья Степановна, его дочь 25 лет. Иван Васильевич Ломов, сосед Чубукова, здоровый, упитанный, но очень мнительный помещик. Действие происходит в усадьбе Чубукова. Гостиная в доме Чубукова. Чубуков и Ломов входят во фраки и белых перчатках. «Голубушка, кого вижу? Иван Васильевич, весьма рад. Вот именно сюрприз. Мамочка, как поживаете?» «Благодарю вас. А вы как изволите поживать?» «Живем помаленьку, ангел мой. Вашими молитвами и прочее. Садитесь, покорнейше прошу. Вот именно, нехорошо соседей забывать, мамочка моя. Голубушка, ну что же вы это так официально? Во фраке, в перчатках и прочее. Разве куда едете, драгоценный мой?» «Нет, я только к вам, уважаемый Степан Степаныч». «Так зачем же во фраке? Прелесть. Точно на Новый год с визитом?» «Видите ли, в чем дело? Я приехал к вам, уважаемый Степан Степаныч, чтобы обеспокоить вас одною просьбою. Неоднократно я уже имел честь обращаться к вам за помощью, и всегда вы, так сказать, но я, простите, волнуюсь. Я выпью воды, уважаемый Степан Степаныч». «Денег приехал просить». «Не дам». «В чем дело, красавец?» «Видите ли, уважай Степаныч, виноват, Степан уважаемыч, то есть я ужасно волнуюсь, как изволите видеть. Одним словом, вы один только можете помочь мне, хотя, конечно, я ничем не заслужил и не имею права рассчитывать на вашу помощь». «Ах, да не размазывайте, мамочка, говорите сразу. Ну?» «Сейчас, сию минуту. Дело в том, что я приехал просить руки у вашей дочери Натальи Степановны». Фу. «Мамуся, Иван Васильевич, повторите еще раз, я не расслышал». «Я имею честь просить». «Голубушка моя, я так рад» и прочее, вот именно и тому подобное. Давно желал. Это было моим всегдашним желанием, и всегда я любил вас, ангел мой, как родного сына. Дай Бог вам обоим совет и любовь и прочее. А я весьма желал. Что же я стою, как болван? Опешил от радости, совсем опешил. Ох, я от души. Пойду позову Наташу и тому подобное». «Уважаемый Степан Степаныч, как вы полагаете, могу я рассчитывать на ее согласие?» «Такой вот именно красавец и... Вдруг она не согласится? Влюблена, небось, как кошка и прочее. Сейчас». Действие второе. Наталья Степановна и Ломов. Ну вот, ей-богу, это вы. А папа говорит: поди, там купец за товаром пришел. Здравствуйте, Иван Васильевич. «Здравствуйте, уважаемая Наталья Степановна». Извините, я в фартуке и неглиже, мы горошек чистим для сушки. Отчего вы у нас так долго не были? Садитесь. Хотите завтракать? «Нет, благодарю вас, я уже кушал». Курите. Вот спички. Погода великолепная. А вчера такой дождь был, что рабочие весь день ничего не делали. Вы сколько копен накосили? Я, представьте, сжатничала и скосила весь лук, а теперь сама не рада.
Боюсь, как бы мое сено не сгнило. Лучше было бы подождать. Ну что это? Вы, кажется, во фраке? Вот новость. На бал едете, что ли? Между прочим, вы похорошели. Вправду, зачем вы таким франтом? Видите ли, уважаемая Наталья Степановна, дело в том, что я решился просить вас выслушать меня. Конечно, вы удивитесь и даже рассердитесь, но я ужасно холодно. В чем дело? Ну? Я постараюсь быть краток. Вам, уважаемая Наталья Степановна, известно, что я давно уже с самого детства имею честь знать ваше семейство. Моя покойная тетушка и ее супруг, от которых я, как вы изволите знать, получил в наследство землю, всегда относились с глубоким уважением к вашему батюшке и к покойной матушке. Род Ломовых и род Чубуковых всегда находились в самых дружественных и, можно даже сказать, родственных отношениях. К тому же вы, как вы изволите знать, моя земля тесно соприкасается с вашей. Если вы изволите припомнить, мои воловьи лужки граничат с вашим березняком. Виновата, я вас перебью. Вы говорите «мои воловьи лужки». Да разве ж они ваши? Мои-с. Ну вот еще. Воловьи лужки наши, а не ваши. Нет-с, мои, уважаемая Наталья Степановна. Это для меня новость. Откуда же они ваши? Как откуда? Я говорю про те воловьи лужки, что входят клином между вашим березняком и горелым болотом. Ну да, они наши. Нет, вы ошибаетесь, уважаемая Наталья Степановна. Они мои. Опомнитесь, Иван Васильевич, давно ли они стали вашими? Как давно? Насколько я себя помню, они всегда были нашими. Но это, положим, извините. Я вам бумаги покажу, Наталья Степановна. Нет, вы просто шутите или дразните меня? Сюрприз какой. Владеем землей чуть ли не 300 лет. И вдруг нам заявляют, что земля не наша. Иван Васильевич, простите, но я даже ушам своим не верю. Мне недороги эти лужки, там всего 5 десятин, и стоят они каких-нибудь 300 рублей. Но меня возмущает несправедливость. Говорите что угодно, но несправедливости я терпеть не могу. Выслушайте меня, умоляю вас. Крестьяне дедушки вашего батюшки, как я уже имел честь сказать вам, жгли для бабушки моей тетушки кирпич. Тетушкина бабушка, желая сделать им приятное... Дедушка, бабушка, тетушка, ничего я тут не понимаю. Лужки наши, вот и все. Мои-с. Наши. Хоть вы 2 дня доказываете, хоть наденьте 15 фраков, а они наши. Вашего я не хочу и своего терять не желаю, как вам угодно. Мне, Наталья Степановна, лужков не надо, но я из принципа. Если угодно, то извольте, я вам подарю их. Я сама могу подарить вам их, они мои. Все это по меньшей мере странно, Иван Васильевич. До сих пор мы вас считали своим хорошим соседом, другом. В прошлом году давали вам свою молотилку, и через это самим нам пришлось домолачивать свой хлеб в ноябре. А вы поступаете с нами, как с цыганами. Дарите мне мою же землю. Извините, но это не по-соседски. По-моему, это даже дерзость, если хотите. По-вашему, выходит, значит, что я узурпатор? Сударыня, никогда я чужих земель не захватывал, и обвинять меня в этом никому не позволю. Воловьи лужки мои. Неправда, наши. Мои. Неправда. Я вам докажу. Сегодня же пошлю своих косарей на эти лужки. Что-с? Сегодня же там будут мои косари. А я их в шею. Не смейте. Воловьи лужки мои, понимаете, мои. Наши. Мои. Наши. Мои. Действие 3. Те же и Чубуков. Что такое? О чем кричите? Папа, объясни, пожалуйста, этому господину, кому принадлежат воловьи лужки, нам или ему?
Цыпочка, лужки наши. Да помилуйте, Степан Степаныч, откуда они ваши? Будьте хоть вы рассудительным человеком. Бабушка моей тетушки отдала лужки во временное, безвозмездное пользование крестьянам вашего дедушки. Крестьяне пользовались землей 40 лет и привыкли к ней, как бы к своей. Когда же вышло положение... Позвольте, драгоценный, вы забываете, что именно крестьяне не платили вашей бабушке и тому подобное, потому что лужки тогда были спорными и прочее. А теперь всякая собака знает, вот именно, что они наши. Вы, значит, плана не видели. А я вам докажу, что они мои. Не докажете, любимец мой. Нет, докажу. Мамочка, зачем же кричать так? Криком, вот именно, ничего не докажете. Я вашего не желаю и своего упускать не намерен. С какой стати? Уж коли на то пошло, милаша моя, ежели вы намерены оспаривать лужки и прочее, то я скорее подарю их мужикам, чем вам. Так-то? Не понимаю, какое же вы имеете право дарить чужую собственность? Позвольте, уж мне знать, имею я право или нет. Вот, именно, молодой человек. Я не привык, чтобы со мной разговаривали таким тоном. Я, молодой человек, старше вас вдвое, и прошу вас говорить со мной без ажиотации и тому подобное. Нет, вы просто меня за дурака считаете и смеетесь надо мною. Мою землю называете своею, да еще хотите, чтобы я был хладнокровен и говорил с вами по-человечески? Так хорошие соседи не поступают, Степан Степаныч. Вы не сосед, а узурпатор. Что-с? Что вы сказали? Папа, сейчас же пошли на лужки косарей. Что вы сказали, милостивый государь? Волове лужки наши, и я не уступлю. Не уступлю, не уступлю. Это мы увидим. Я вам с судом докажу, что они мои. Судом? Можете подавать в суд, милостивый государь, и тому подобное. Можете. Я вас знаю, вы только вот именно и ждете случая, чтобы судиться и прочее. Кляузная натура. Весь ваш род был сутяжный, весь. Прошу не оскорблять моего рода. В роду Ломовых все были честные, и не было ни одного, который находился бы под судом за растрату, как ваш дядюшка. А в вашем ломовском роду все были сумасшедшие. Все. Дед ваш пил запоем, а младшая тетушка, вот именно, Настасья Михайловна, бежала с архитектором и прочее. А ваша мать была кривобокая. В боку дернула, в голову ударила. Батюшки, воды! А ваш отец был картежник и обжора. А тетка сплетница каких мало. Левая нога отнялась. А вы интриган! Ох, сердце! И ни для кого не тайна, что вы перед выборами в глазах искры. Где моя шляпа? Низко, нечестно, гадко. А сами вы, вот именно, ехидный, двуличный и каверзный человек. Дас. Вот она, шляпа. Сердце, куда идти? Где дверь? Ох, умираю, кажется. Нога волочится. И чтоб ноги вашей больше не было у меня в доме. Подавайте в суд. Мы увидим. Действие 4. Чубуков и Наталья Степановна. Каков негодяй! Вот и верь после этого добрым людям. Мерзавец, чучело гороховое. Урод этакий, присвоил себе чужую землю, да еще смеет браниться. И эта кикимора, это вот именно куриная слепота, осмеливается еще делать предложение и прочее, а? Предложение? Какое предложение? Как же? Приезжал за тем, чтобы тебе предложение сделать. Предложение? Мне? Отчего ты раньше мне этого не сказал? И во фрак потому нарядился. Сосиска этакая, сморчок. Мне? Предложение? Ах, вернуть его! Вернуть! Вернуть! Кого вернуть? Скорей, скорей! Дурно! Вернуть! Что такое? Что тебе?
Несчастный я человек. Застрелюсь, повешусь, замучили. Умираю! Вернуть! Тьфу! Сейчас, не реви. Что мы наделали? Вернуть! Вернуть! Сейчас придет и прочее. Уф, говори сама с ним, а я вот именно не желаю. Вернуть! Идет он, тебе говорят. О, что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом. Зарежусь, обязательно зарежусь. Выругали человека, осрамили, выгнали, а все это ты. Нет, ты! Я же виноват, вот именно. Ну, разговаривай сама с ним. Действие 5. Наталья Степановна и Ломов. Страшное сердцебиение. Нога онемела, в боку дергает. Простите, мы погорячились, Иван Васильевич. Я теперь припоминаю, воловьи лужки в самом деле ваши. Страшно сердце бьется. Мои лужки на обоих глазах живчики прыгают. Ваши лужки, садитесь. Мы были неправы. Я из принципа. Мне недорога земля, но дорог принцип. Именно принцип. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Тем более, что у меня есть доказательства. Бабушка моей тетушки отдала крестьянам дедушки вашего батюшки. Будет об этом. Не знаю, с чего начать. А скоро собираетесь на охоту? По тетеревам, уважаемая Наталья Степановна. Думаю, после жнитва начать. Ах, вы слышали? Представьте, какое у меня несчастье. Мой угадай, которого вы изволите знать, захромал. Какая жалость. Отчего же? Не знаю. Должно быть, вывихнул или другие собаки покусали. Эх, самая лучшая собака, не говоря уж о деньгах. Ведь я за него Миронову 125 рублей заплатил. Переплатили, Иван Васильевич. А по-моему, это очень дешево. Собака чудесная. Папа дал за своего откатая 85 рублей. А ведь откатай куда лучше вашего угадая. Откатай лучше угадая? Что вы? Ха-ха-ха-ха! Откатай лучше угадая. Конечно, лучше. Откатай, правда, молод еще, не обсовел, но по ладам и по розвязи лучше его даже у Волчинецкого нет. Позвольте, Наталья Степановна, но ведь вы забываете, что он подуздоват, а подуздоватая собака всегда не поимиста. Подуздоват? В первый раз слышу. Уверяю вас, нижняя челюсть короче верхней. А вы мерили? Мерил. До угонки он сгодится, конечно, но если на завладай, то едва ли. Во-первых, наш откатай породистый, густопсовый, он сын запрягая из стамески, а у вашего Мургопегова не доберешься до породы, потом стар и уродлив, как кляча. Стар? Да я за него 5 ваших откатаев не возьму. Разве можно? Угадай, собака. А откатай, даже и спорить смешно. Ха-ха-ха-ха. Таких, как ваш откатай, у всякого выжлятника хоть пруд пруди. Четвертная, красная цена. Вас, Иван Васильевич, сидит сегодня какой-то без противоречия. То вы думали, что лужки ваши, то угадай лучше откатая. Не люблю я, когда человек говорит не то, что думает. Ведь вы отлично знаете, что откатай в 100 раз лучше вашего этого глупого угадая. Зачем же говорить мне против? Я вижу, Наталья Степановна, вы считаете меня за слепого или за дурака. Да поймите, что ваш откатай подуздоват. Неправда. Подуздоват. Неправда. Что же вы кричите, сударыня? Зачем же вы говорите чушь? Ведь это возмутительно. Вашего угадая подстрелить пора, а вы сравниваете его с откатаем. Извините, я не могу продолжать этого спора. У меня
Сердцебиение. Я заметила, те охотники больше всех спорят, которые меньше всех понимают. Сударыня, прошу вас, замолчите. У меня лопается сердце. Замолчите! Не замолчу. Пока вы не сознаетесь, что откатай во 100 раз лучше вашего угадаем. Во 100 раз хуже, чтоб он и сдох, ваш откатай. Виски, глаз, плечо. А вашему дурацкого угадаю нет надобности вздыхать, потому что он и без того уже дохлый. Замолчите! У меня разрыв сердца. Не замолчу. Действие 6. Те же и Чубуков. Что еще? Папа, скажи искренне по чистой совести, какая собака лучше, наш откатай или его угадай? Степан Степанович, умоляю вас, скажите вы только одно. Подуздават ваш откатай или нет? Да или нет? А хоть бы и так. Велика важность. Да зато во всем уезде лучше собаки нет и прочее. Но ведь мой угадай лучше, по совести. Вы не волнуйтесь, драгоценный. Позвольте, ваш угадай, вот именно, имеет свои хорошие качества. Он чистопсовый, на твердых ногах, крутобедрый и тому подобное. Но у этой собаки, если хотите знать, красавец мой, 2 существенных недостатка. Стара и с коротким щипцом. Извините, у меня сердцебиение. Возьмем факты. Извольте припомнить, в Маруськиных зеленях мой угадай шел с графским размахаем ухо в ухо, а ваш откатай отстал на целую версту. Отстал, потому что графский доезжачий ударил его арапником. За дело. Все собаки за лисицей бегут, а откатай барана трепать стал. Неправда-с. Голубушка, я вспыльчив. И вот именно, прошу вас, прекратим этот спор. Ударил потому, что всем завидно на чужую собаку глядеть. Да-с, ненавистники все. И вы, сударь, не без греха. Чуть, вот именно, заметите, что чья собака лучше вашего угадая, сейчас же начинаете того, этого, самого и тому подобное, ведь я все помню. И я помню. И я помню. А что вы помните? Сердцебиение. Нога отнялась. Не могу. Сердцебиение. Какой вы охотник! Вам в кухне на печи лежать, да тараканов давить, а не лисиц травить. Сердцебиение. Вправду. Какой вы охотник? С вашими вот именно сердцебиениями дома сидеть, а не на седле болтаться. Добро бы охотились, а то ведь ездите только за тем, чтобы спорить, да чужим собакам мешать и прочее. Я вспыльчив, оставим этот разговор. Вы вовсе вот именно не охотник. А вы разве охотник? Вы ездите только за тем, чтобы графу подназываться, да интриговать. Сердце, вы интриган. Что-с? Я интриган? Замолчать! Интриган. Мальчишка! Щенок! Старая крыса и иезуит. Замолчи, а то я подстрелю тебя из поганого ружья, как куропатку, свистун. Всем известно, что... Ох, сердце, ваша покойная жена вас била. Нога, виски, искры. Падаю, падаю. А ты у своей ключницы под башмаком. Вот-вот, лопнуло сердце, плечо оторвалось. Где мое плечо? Умираю. Доктора! Мальчишка, молокосос, свистун, мне дурно, дурно. Какой вы охотник! Вы и на лошади сидеть не умеете. Папа,
Что с ним? Папа! Погляди, папа! Иван Васильевич, он умер! Мне дурно. Дыхание захватило. Воздуху. Он умер! Иван Васильевич! Иван Васильевич! Что мы наделали? Он умер! Доктора! Доктора! Ох, что такое? Что тебе? Он умер! Умер! Кто умер? В самом деле помер? Батюшки, воды! Выпейте! Нет, не пьет. Значит, умер и тому подобное. Несчастнейший я человек. Отчего я не пускаю себе пулю в лоб? Отчего я еще до сих пор не зарезался? Чего я жду? Дайте мне нож, дайте мне пистолет. Оживает, кажется. Выпейте воды, вот так. Искры, туман. Где я? Женитесь вы поскорей. И, ну вас, к лешему, она согласна. Она согласна и тому подобное. Благословляю вас и прочее. Только оставьте вы меня в покое. А? Что? Кого? Она согласна. Ну, целуйтесь. И Бог с вами. Он жив. Да, я согласна. Целуйтесь. А? Кого? Очень приятно. Позвольте, в чем дело? Ах да, понимаю. Сердце, искры, я счастлив. Наталья Степановна, нога отнялась. Я тоже счастлива. Точно гора с плеч. Уф. А все-таки согласитесь, хоть теперь угадай хуже от Катая. Лучше. Хуже? Ну, начинается семейное счастье. Шампанского. Лучше. Хуже, хуже, хуже. Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых, город Уфа, 2017 год.